государственное учреждение по информационным технологиям Адилет Сот при судебном департаменте. Кто из вас будет выступать? Замирбекова, да? Нет, основная, кто по позицию будет озвучивать? Слово предоставляется Замирбековой Айдане Замирбековне. Здравствуйте, уважаемые судьи. Также мы направляли письменную свою позицию. Учреждение УИТ Адилет Сот на основании приказа судебного департамента, он создан в 2016 году, 14 июня. Согласно приказу судебного департамента, согласно уставу УИТ Адилет Сот, утвержденным приказом судебного департамента, является техническим оператором органов судебной системы, предоставляет информационные услуги, разрабатывает и сопровождает программные продукты для судебной системы Кыргызской Республики. Целями и задачами УИТ Адилет Сот, закрепленным в уставе, это обеспечение эксплуатации программно-технических средств органов судебной системы, поддержка пользования информационных систем судебной системы, хранение автоматизированной обработки судебной информации, интеграция информационных ресурсов в органах судебной системы и данных судебной статистики, разработка и внедрение программных и программно-аппаратных комплексов для судебной системы. В настоящее время УИТ Адилет Сот находится в стадии активного внедрения по переходу от традиционного бумажного формата судебных процессов и документооборота к эффективному электронному суда и делопроизводству. В период с 23 по май 2024 года были разработаны и запущены в промышленную эксплуатацию ряд цифровых систем, в том числе АИС, это автоматизированная информационная система, целью которой является автоматизация всех этапов судебных процедур, от распределения дел и формирования состава судей по внедрению судебных процессов, подготовку к заседанию, назначение заседания, создание и оформление документов. Также проведены интеграции с Министерством цифрового развития Кыргызской Республики в части предоставления персональных данных из АИС паспорт, ЗАГС, кадастр и УНА, и сведений из адресного справочного бюро, да? Служба земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства в части предоставления сведений о недвижимом имуществе и Генеральной прокуратуры в части следственного судьи, а также с Департаментом пробации при Министерстве юстиции Кыргызской Республики в части досудебной пробации посредством системы межведомственного электронного взаимодействия ТУНДУК, что позволяет эффективно разработать в части обмена данных с государственными органами. Также есть у нас автоматизированная информационная система государственного реестра судебных актов. Это обеспечивает автоматизацию процессов, публикацию судебных актов, доступ к сведениям о назначении к слушанию дел, находящихся в суде, с указанием даты, времени и места проведения судебного заседания, а также общий доступ к судебным актам, это портал цифрового правосудия. С октября 2023 года ГРСА запущена в опытно-промышленную эксплуатацию в судах Кыргызской Республики с приказом Верховного суда от 12 октября 2023 года, номер приказа 127. Заинтересованные стороны посредством электронной системы получают судебные акты в удаленном режиме. При этом все статистические данные публикуются на портале цифрового правосудия. Портал предоставляет собой централизованный ресурс, обеспечивающий всесторонний доступ к данным из информационных систем судебной системы Кыргызской Республики для различных пользователей, включая физических и юридических лиц. Он спроектирован для улучшения эффективности, доступности юридических услуг, обеспечения при этом повышенную прозрачность работы судебной системы. На портале цифрового правосудия успешно внедрены следующие сервисы. Это Государственный реестр судебных актов, графики рассмотрения судебных дел, информация о задолженности и ограничениях, также оповещение электронной повестки. Это с 2023 года в тестовом режиме работает. Отправляется уведомление посредством СМС-сообщения. Успешно внедрен модуль «Личный кабинет» на портале цифровое правосудие с применением электронной подписи посредством ЕСИА. Это образец электронного обращения.
Также на портале цифрового в разделе образцы электронных обращений в суд реализован сервис, предназначенный для упрощения процесса подачи документов в судебные органы. Портал находится на этапе тестирования. После этапа тестирования планируется запуск в опытно-промышленную эксплуатацию данного портала для общественного пользования. У вас все? Да.